нахожу верных друзей. Я себе по всему свету, и вот стал уже взрослее. И увидел всю планету, до сих пор стараюсь я интересным быть для мира, чтобы мог я рассказать о своей земле башкирской, о башкирах рассказать. Научиться танцам, песням, ведь чем больше знаю я, тем я буду интересен. Для меня Урал-Батыр самый сильный из батыров. Древний миф Уральских гор расскажу я всему миру. И потому я учу башкирский язык, башкорт телен öğrenem. Я учу башкирский язык, башкорт телен öğrenem. Хаумагат, хөрмәтле достар, добро пожаловать на 4-й урок башкирского языка. С вами проект «Башкорт телен öğrenem» – «Учу башкирский язык». Мир языков красочен, богат и разнообразен. Некоторым из них совершенно ничто не угрожает, на них говорят сотни миллионов людей, выходят тома научной литературы и, естественно, ими активно пользуются по всему миру. Это английский, арабский, китайский, испанский и многие другие языки. Что же касается других языков, например, алеутско-медновского, на котором говорят всего 5 человек, или водского, на котором говорит меньше 50 человек, то, к сожалению, вполне возможно, что эти языки будущее столетие уже не встретят. Башкирский язык, которым мы с вами занимаемся, находится ровно посередине. Его сохранение, его развитие и его использование зависит только от нас. Все в наших руках. Рахимедегез, достар. Вячеслав Чернев, полиглот, свободно владеет 8 языками. Башкирский язык изучал самостоятельно. Интересуется башкирской литературой, культурой и историей. Именно из-за большого интереса к башкирскому языку перевелся с факультета иностранных языков Оренбургского государственного педагогического университета на факультет башкирской филологии БКПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Сам разработал и написал методику преподавания башкирского языка для невладеющих им как родным. Алладин Самедов, предприниматель, в 1991 году приехал из Азербайджана и остался жить вместе с семьей в городе Нефтекамск. В 2009 году начал изучать эпос «Урал-Батыр», а в 2011 году перевел его на азербайджанский язык. Когда я прочитал эпос «Урал-Батыр» на русском языке, мне очень понравился. И тогда я решил читать на оригинале. Поэтому я начал с помощью словаря, башкирского русского словаря, читать эпос «Урал-Батыр». И когда мне предлагали участвовать в этом проекте, я дал согласие, чтобы глубже знать башкирский язык. Ирина Сухарева, магистрант Башкирского государственного университета, художественный руководитель студенческого клуба. Занимается международным обменом студентов Уфа-Галле. Интересуется иностранными языками, играет на гитаре и фортепиано. У меня 2 маленьких ребенка, и скоро они пойдут в школу. И у них в школе будет предмет башкирский язык. Я хотела бы быть им полезной в изучении этого языка. И хотела бы сама тоже научиться разговаривать на этом языке. Тимур Абдурахманов, стоматолог, более 14 лет работает в области медицины. В этом году был награжден медалью России за трудовые заслуги. Любит готовить, в свободное время занимается рыбалкой, путешествует. У меня семья многонациональная, папа у меня азербайджанец, мама башкирка. Прожили мы вообще в Средней Азии большую часть своей жизни. И сейчас, общаясь, приехав сюда, хочется знать язык своих предков. Хочется разговаривать с ними, приезжаю в деревню, чтобы не сидеть как белая ворона, которая все понимает вроде как, но при этом разговаривать с ними, общаться не может. А мне хочется выучить язык своих предков, выучить как для себя, так же и привить эту же любовь к языку своим детям. Софья Покровская, корреспондент башкирского спутникового телевидения. Образование педагогическое. Ведет активный образ жизни, любит ходить в поход, путешествовать по миру. Когда интересно что-то человеку, это не бывает тяжело. Вот мне действительно это интересно. У меня куча друзей, носителей языка, и я хочу выучить его, я хочу с ними поговорить на их языке. Это ж клево. Селестин Жульен Райринзатов, аспирант Уфимского государственного авиационно-технического университета. Музыкант, танцор, спортсмен и шоумен. Родом из Мадагаскара. Родной язык – малагасийский. Владеет русским, французским и английским языками. Я как музыкант и танцор, то есть внутри культуры, я
уважаю культуру. И тем более язык у вас, башкирский язык, такой мягче. Ну, мне нравится вот ваш язык. Хоть даже только 2 или 3 урока, если вот упорно вот изучать, то это все возможно. На прошлом уроке, уважаемые учащиеся, мы с вами проходили очень сложную тему формы башкирского глагола. Она вызвала очень много нареканий и вопросов, но дело в том, что этот материал довольно важный. Сами понимаете, не зная глагольных форм, мы не можем составить элементарных фраз. Даже «я иду в школу». Не сможем это сказать, не зная, как пользоваться глагольными формами. Давайте вспомним, какие основные глагольные формы мы проходили на прошлом занятии. Прежде всего, это исм калам, имя действия, которое имеет значение инфинитива, но не совпадает с ним. Дальше, основу имени действия мы получаем, отбрасывая от него аффикс, алу, ал, инеу, ин, ашау, аша. Отбросив от формы имени действия и ее аффикс, мы получим форму повелительного наклонения глагола во втором лице единственного числа. Эта форма выражает приказ при обращении на «ты». Укл, ук, учись. Ашау, аша, ешь. Килю, киль, приходи. Если основа имени действия двусложная, то в повелительном наклонении ударение падает на первый слог, стремится к первому слогу. Итак, отбрасываем окончание, получили повелительное наклонение. Добавили к повелительному наклонению либо и краткое, получили третье лицо единственного числа настоящего времени. Скажите, пожалуйста, как будет? Он говорит. Ул хюйлер. Это инфинитив. Хюля – это говори, это приказ. Хюлей. И кратко. Видите, хюля – ты говори. Отбросили окончание имени действия, осталось хюля – ты говори. Добавили к нему и краткое, получили он говорит. Ул хюйлей. Хюлей. Правильно. Скажите, пожалуйста, как будет? Оно летит. Ул оса. 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 Совершенно верно. Ул оса. Итак, как мы получили эту форму? Объясните, пожалуйста. Мы убрали инфинитив и добавили окончание. Добавили аффикс «а». Аффикс «а» совершенно верно, только никакой инфинитив никто не убирал. Мы взяли имя действия и отбросили от него окончание. Осталось повелительное наклонение. Плюс одну букву еще. Аффикс «а». Либо и краткое. Добавив к повелительному наклонению, к императиву, аффиксы либо и краткое, получим форму настоящего времени третьего лица обоих чисел. Эта форма отвечает на вопросы: что он, она или оно делает, что они делают. Например, ал ул ала он берет, аша ул ашай он ест, киль ул киля он или она приходит, они приходят. Итак, если мы вместо этого и краткого добавляем «р» или перед ним при необходимости узкий гласный, получаем будущее время. Скажите, пожалуйста, как будет? Он прочитает, он будет читать. Определенно или неопределенно? Потрясающий вопрос. Неопределенное. Неопределенно. Он читает, да? Он будет читать. Он будет читать. Ул, укр. Укр. Совершенно верно. Форма некатегоричного будущего времени третьего лица обоих чисел, отвечающая на вопрос, что он или она сделает, что они сделают, образуется с помощью аффикса «р» от императива. Если императив оканчивается на согласную, то между последним согласным императива и аффиксом «р» вставляется узкий гласный. Ал – аллар – он возьмет. Аша – ашар – он съест. Киль – киллер – он придет. Кюль – кюллер – он засмеется. Обратите внимание, что в последнем случае мы применили узкий губной гласный по той причине, что в форме императива содержится губной гласный «ы». Хочу вас предупредить, что есть у нас в башкирском языке два будущих времени – ухар, ухаясак, и два прошедших времени – укаган и ухана. Разница между будущим временем определенным и неопределенным чисто академическая, я бы сказал, потому что определенное будущее употребляется только тогда, когда надо подчеркнуть, что вот 100%, но это состоится.
100%, но он прочитает. Что бы ни было, он придет. Что бы ни было, он полетит и так далее. Если нам такой сильной уверенности, сильной точности показывать не надо, мы имеем полное право сказать «укр», «усур», «киллер» и так далее. Извиняюсь, перебиваю. Эти, которые неопределенные и определенные, можно как считать как законченные и незаконченные действия, как на французском и на английском? Приблизительно да. В отношении прошедших времен это справедливо. На прошедшем. В отношении прошедших. Законченность выражается еще вспомогательными глаголами, но их мы принципиально брать не будем, потому что вспомогательный глагол требует деепричастия. Жерундив. Скажите, пожалуйста, ешь. Приказ. Аша. Совершенно верно. Обратите внимание, ударение на первый слог. Почему это важно? Аша. Ешь. Аша. Через. Двусложное повелительное наклонение. Ударение стремится к первому слогу. Это когда... Как императив. Императив. Seulement l'impératif. Аша. Ударение на первый слог в таких случаях. Потому что если скажешь аша, это уже будет слово через послелог. Но нам такая путаница Да, не нужна. ударение меняет все. Да, ударение меняет все. Дальше. Это неопределенное прошедшее время. Алган, инген, осхан и так далее. Как выбирать г или к, я объяснять не буду. Сами понимаете, сказать осган это неудобно. Мы говорим осхан. Глухой согласный к глухому согласному, звонкий к звонкому. Скажите, пожалуйста, он говорил. Ул хиляган. Хиляган. От чего образована эта форма? От чего и с помощью чего? Хюля, говори. Да. От повелительного наклонения. Плюс добавляется окончание ган. Да, я вас прошу, не употребляйте слово окончание. Это аффикс. Аффикс. А почему не окончание? Я уже объяснял это на первом уроке. Окончание в русском – это что-то изменяемое. Мама, нет мамы, даю маме и так далее. А в башкирском за каждым аффиксом закреплено одно строго определенное значение. Поэтому от слова окончание я сам воздерживаюсь и вас прошу делать то же самое. Далее время алды, инды, усто и так далее. Здесь есть кое-какое правило, которое мы сегодня, кстати, будем проходить. Это относительно несложное правило, но требует практики. Это правило, которое пригодится вам и при формировании определенного прошедшего времени, и при образовании множественного числа, и при образовании некоторых падежных форм, по крайней мере 3-4. Чем отличается время будущее определенное билляли килясяк? Килясяк, хиляясяк, укаясак, бейясяк и так далее. От всех остальных. Ну, во-первых, вводите окончание. Да. И как формирование вот Все от императива. А это последний столбец не от императива, а от настоящего времени. Настоящий. Последний столбец, вот этот последний, определенное будущее, он от настоящего времени. А все остальные от императива. Существует также форма будущего категоричного времени, которая образуется не от императива, а от формы настоящего времени третьего лица. Ал, ала, аласак. Он обязательно возьмет. Аша, ашай, ашаясак. Он обязательно съест. Обратите внимание, что форма будущего категоричного времени в живой речи употребляется относительно редко. На этом повторении достаточно? Или у кого-то еще остались вопросы? Что означает бей и ой-ой? Бей, он танцует, ой-ой, дремлет. Как будет он думал? Неопределенное прошедшее. Неопределенное. Уйлаган. На русском языке есть два спряжения, да? На башкирском языке я рассказал, что вот этого аффикса имени действия 6 вариантов. У. 6. Так? Эти 6 вариантов можно разделить по 3 спряжениям, в принципе. Но я просто таким делением не пользуюсь. Вы можете разделить для себя. Я вам покажу, как это делается. И я думаю, что всем остальным это только усложнит картину. Этот урок будет посвящен формам имени существительного. Причем не всем сразу, как с глаголом. Полагаю, что теория слишком большими порциями – это вредно. А займемся мы формами определенности и принадлежности. Существительные в башкирском языке имеют, как и в русском, единственное множественное число. Не имеют вообще никаких родов. Только лексически понятно, что папа мужского рода, мама женского, атай-осей. Все остальные грамматические признаки рода начисто отсутствуют. Все существительные склоняются одинаково. Только смотря на то, на что они заканчиваются.
И еще есть две категории, которые в русском языке выражаются другими способами. Это определенность и принадлежность. Что такое принадлежность, понятно. Наша книга, мой стол, его карандаш и так далее. По-русски мы просто ставим сюда местоимение. В башкирском есть на это отдельные формы. Отдельные формы слов. Есть притяжательные местоимения, мининг, хининг, унинг и так далее. Но, если мы начнем пользоваться чисто притяжательными местоимениями, meaning essay, например, моя мама, так никто не скажет. Если кто скажет meaning essay, сразу понятно, ага, не башкир. Или будет уши резать. А как тогда должны мы сказать? Асяем. Одним словом, моя мама. Для этого случая есть особые аффиксы, о которых мы сейчас поговорим. Но перед этим мы поговорим с вами об определенности. Возьмем русское словосочетание «страница книги». От чего к чему задаем вопрос? Вот там даже стрелкой помечено. Страница чего или страница какая? Это называется несогласованное определение. То есть тут не прилагательное стоит, а существительное. Определение. Вот оно, книги в данном случае. А это определяемое слово. То, к чему определение дается. Для того, чтобы такие словосочетания переводить на башкирский язык, перевод на китаб бите. Если вы посмотрите в словарь, найдете, что китаб – книга, а страница – бит. Вот этого окончания нет. Значит, какой можно сделать вывод? Откуда взялось это окончание? Признак чего это окончание? Принадлежности вот к тому, о чем говорится. Да, только не совсем принадлежности, не всегда принадлежности. В зависимости, получается. Скорее определенности. Потому что если мы скажем, что это страница книги, то понятно, о какой странице идет речь. Страница книги. Сначала идет определяемое слово, затем определение к нему. Это понятно, да? Определение ставится в начале и без всяких аффиксов, вообще без всяких. А за ним ставится определяемое слово и с изофетом. Вот это окончание, последняя буква, выделенная красным, называется изофет. Можете себе записать это слово. Изофет. Изофет. А. К слову изо никакого отношения оно не имеет. Слово вроде как изначально арабское, прошло через персидский и наконец попало в башкирский. Что такое изофет? Еще раз, это признак определенности. Сначала у нас здесь идет определяемое слово, затем определение. Страница чего? Страница книги. Такие конструкции мы начинаем переводить с конца. Берем книгу, переводим китаб, потом берем страницу, переводим бит и добавляем к ней окончание. Что нам дальше надо знать? Номер страницы. Может быть, нам надо по тексту знать номер страницы, а чтобы формировать любую такую конструкцию. Мамин платок, например, или школьный сад. Ну вот, какие изофеты, где ставить, наверное, Да, надо знать. Да, надо знать слова. Но это описывается в словаре, мы этим слишком много не занимаемся, может быть, к сожалению, может, к счастью. А дальше нам надо знать, как, в какой форме дается изофет. Пожалуйста, Киляхай. Можно вопрос сначала? Почему вот изофет там «е», а другие все вот классные есть, нет? Вот они, 8 вариантов изофета. И с чем связано? Почему тут не «о», например, или Смотри, это связано с законом сингармонизма. Это снова закон сингармонизма. Мы столько раз упомянули закон сингармонизма. Смотри, слово «бить» содержит гласные переднего ряда. И к нему стремится гласные тоже переднего ряда. Чтобы узнать, одна буква в изофете или две, вы же видите, тут есть варианты с одной буквой, есть с двумя буквами. А с двумя, это если после гласной, то есть... то после гласной, то есть... Да, после гласных две буквы. Вот это «у» в конце слова, которое как в «килю», например. Это согласный, это «уэ». «У» в конце слова это всегда «уэ», если это слово не заимствованное. А давайте мы сами сейчас будем искать эти примеры. Например, давайте найдем слово «нос» 75 в списке Саводаша. И скажите, пожалуйста, как будет его нос? Я скажу. Да? Унун танахы. Танауэ. Танауэ. Там же танау. «Уэ» на конце. Танауэ. Слово танау, правильно? Танау. Там на конце звук «в», который обозначается буквой «у». Танау. Унун танаху. Танауэ. Танауэ. Букву «и» только добавить Да, нужно. только то «ы» есть, да? добавить нужно. Танау. Танауэ. Танауэ. Вы букву «у» не имеете права выкидывать, это основа. Танау. Танауэ. Да. А «ул» не надо говорить, то есть «Ул» что? не надо. Смотрите, если изофет стоит сам по себе, без определяемого слова, как в китаб бите, там же есть два слова, одно другое определяет. Страница книги.
Если он сам по себе стоит, просто танау. Это его, ее, их нос. Его, ее, их. Мы же сказали, что когда если заканчивается слова на согласный, тогда добавляется одна буква. Одна. Если на гласный, тогда две. Значит, например, давайте возьмем. Танахы, тогда две же должны. Танау. У здесь не гласный. Он здесь как «в» идет. Он как «в» идет. У в Пишется конце так. слова это согласный звук. Танау. Типа «танах», только Заканчивается «танау». на гласный танау. Вы неправильно поняли. Аладдин Бей, уходит. запомните, пожалуйста, правило. У в конце слова, если это не заимствованный, это «в» и это согласный Это звук. вы, да? Это «в». Танав это так. Танау. Как бы «танав», да. А теперь скажите, как будет ее спина? Спину вы найдете в списке сводыша под номером 84. Арка. Арка. Совершенно верно. Арка. Селестян, попробуй. Крыло 82-й. 82-й. Канате. Нет, почему мягкий канаты, да? Да, ты, конечно. Канаты. Пример на О. 46. Хош. Вы захотите одна буква или две? Одна. 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 Унун кошо. Хошо, да, его птица. Арка. Вот почему тогда танау Аладдин Бей, танау, В это полугласный звук. Он относится к согласным, скорее, чем к гласным. Твоя любимая буква В. Есть всего два ряда исключений из этого правила, ну не совсем исключений даже. Первое – это чередование. П при присоединении изофета переходит в Б, К в Г и К в Г. Китаб, унын китабы. Хыяк, унын хыяге, кость его. Это всегда, когда вы видите на конце слова П, К или К, обязательно оно чередуется соответствующим Б, Г или Г соответственно. П, К, К было, Б, Г, Г стало. Китаб, китабы, калак, калагы, хыяк, хыяге. Это понятно, да? Было П, К, К, стало Б, Г и Г. Глухие чередуются со звонкими. Только эти три случая. Есть термины родства, которые оканчиваются на «и» краткое. Атай, эсей, иней, апай, агай, вабай. Это отец, мать, тетушка, или в восточном диалекте это тоже мама, иней. Апай – старшая сестра, агай – старший брат или дядя, бабай – дедушка. Это «и» при присоединении изофета отпадает. Причем с бабай оно может быть как по правилу бабай, по общему правилу, так и вот так. Вот это вариант чисто литературный, такой текстовый. Наверное, слышали в старых песнях или у Шайхзады Бабича, например. Когда будете читать Бабича, вы заметите, что у него вот это слово «баба-г» исключительно в такой форме. Дело в том, что изначально этого «е» как бы в древнетюркском языке не было. Было «ата», «эся», «апа» и так далее. До сих пор у азербайджанцев отец – это «баба», Да, ата. Дедушка это дедушка баба, отец ата. У крымских татар баба как раз это отец, а не дедушка. Ата это дедушка. Ата это дедушка. Совершенно верно. Вот это рудимент древней эпохи, когда к этому ата, эся и прочему, вот, которые на гласные заканчиваются, добавлялось г раньше. Атаг. До сих пор башкиры, когда что-то их страшно удивило, они говорят: ой, атах, батюшки мои. Вот так вот. Вот это г. Это просто свят по-башкирски. Это вот приблизительно в таком ключе. Добавлялось ГГ. Это ГГ потом трансформировалось в Е. Например, как Г в Е перешло, Аладдин Бей знает, у крымских татар дегиль, у вас деиль, по-моему, в азербайджанском. Вот тот же самый процесс. ГГ перешло в Е, а при присоединении изофета оно просто берет и выкидывается. Это лишнее окончание. Теперь вот вам следующая таблица. Это таблица аффиксов принадлежности. Мой, твой, его, ее, их – это изофет. Мы это уже проходили. Ваш, без, как гласную выбрать, знаем. Гыз, тоже знаем, как что выбирается. Правда? Ничего нового? Ну, кроме самих аффиксов. А примеры сейчас будем в два ряда говорить. Ряд первый. Существительные, оканчивающиеся на гласный звук. Кала – город, кальга – крепость. Давайте подумаем. Существительные оканчиваются на гласный звук. Это просто добавить «м» мы имеем право. Калам, кальгам тип.
Сможем сказать? Можем. Потому что гласные и согласные чередуются. Все нормально, да? Аналогично. Калан, кальган. Можем сказать? Можем. Дискомфорта нет. Калавыд, кальгабид. Можем сказать? Можем. Можем. Калагыд, кальгагид. Можем? Можем. И калахы, кальгахы по общему правилу присоединения изофета. Раз гласные, то две буквы добавляются. Так? Так. Вот теперь слово урам, улица, и калям, карандаш. Это слова заканчиваются на согласный звук. Урам и еще добавить м. Две м появляются рядом, мы не имеем права так писать. Мы должны их развести чем-то, разделить. Так ведь? Две согласных подряд нельзя. Мы разделяем их изофетом. Урам, м, калям, м. Сначала изофет, поскольку это на согласные оканчивается, сначала изофет к нему добавляем, а потом только добавляем окончание вот это м, которое первого лица. Мой город. Калям, мой карандаш. Аналогично. Сначала изофет, урам, и потом твоя улица. Калям, твой карандаш. Это в каком случае мы так Это делаем? если на согласный звук заканчивается основа. Урам отдельно улица. Да, отдельно урам улица, отдельно калям карандаш. На согласный. Мы не имеем права ставить два согласных подряд. Надо поставить сначала изофет, а потом только к нему добавить аффиксы принадлежности. И урамы, калямы, его, ее, их, улица или карандаш. Это легко? Нормально, да. Есть слова, которые образуют изофет нестандартно. Например, попробуйте написать у себя слово халык. Халык. Сначала широкий, потом узкий гласный. Халык. Халык. Народ. Х-а-л-ы-к. Халык. Такая с этим, да? Ну да, какая же еще? Это же задний ряд. Итак, изофет, его, ее, их народ будет халк. Уходит, вот это уходит, остается халк. Халк, его, ее, их народ. Как скажете? Изофет это 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 его, ее, их. Это х, и прочие. Вот эти вот, помните, по табличке 8 окончаний? Вот это называется изофет. Да, халк, его народ. Как скажете твой народ? Селестян? Если заканчивается на «н» должно быть, Да, а тут нет «н». а его надо добавить. Халкын, нет? А почему заканчивается на «н» должен? На «н» окончание второго лица, твой. «Н». Халкан. Вот только тут просто меняются, получается, местами две буквы, да? Какое может быть? Задний ряд. Над «к» нарисуй, пожалуйста, хвостик. Халкан, задний ряд. Я думаю, Селестину нужна будет тренировка в законе сингармонизма. Ничего, на практическом уроке мы это... Да, Селестину однозначно нужна будет тренировка в законе сингармонизма. В конце. Итак, это твой народ. Как скажешь «мой народ»? Халкэм. Совершенно верно. Попробуйте написать это слово. Слово «халык» — это, по-моему, вообще исключение, выбивается из общего правила. Еще есть слово «холук» — нрав. Такое же, только с губными гласными. «Холук», которое тоже так же образует изофет. Вышвыривает букву из второго слога. Написали вы совершенно верно. А я только не поняла, почему было халык, а вот убрали и после к ее поставили. Потому что до 82 года это слово писали «халк». Без «э». Халк. Даже фильм такой есть. Понятно. Тут не изофет, тут просто протетическое. Олк трудно произносить. Раньше это слово писали как «халк» до 82 года. А потом стали писать «халык». А изофет остался как было. Иначе было бы «халыган», наверное. Но так никто не говорит. А если мы говорим предложение, допустим, мой народ, допустим, великий народ. Менің халқым büyük халық. Вот минем, говорим же, минем халкым. Если надо подчеркнуть, вот именно мой народ, а не твой и не ваш, и не чей-то еще. Если именно мой. Давайте на слух напишем вот эти притяжательные местоимения. Мой, твой, наш, ваш, их. Мой – это минен. Пожалуйста, будьте любезны, пишите. Минен. Тимур Бей, давайте. Минен. Улыбаемся и машем. Минен. Проснись.
Да, и притяжательный. Да, потому что это притяжательные местоимения, как бы нен это здесь притяжательный аффикс. Так, минен, ну, например, минен халкам. Селестин, а ты как чувствуешь? Минен. Первое слово написано с первого раза и без ошибок. Афарин. С минен закончили. Твой будет почти так же. Хинен. Первую букву М меняем на Х, который без хрипа, который Х. Выдох. Селестин, попробуй напиши. Это будет второе твое слово, написанное без ошибок в течение этого урока. Хинен. Отлично. Я думаю, у всех остальных это получится без затруднения. Ну, она такая. Вот такая вот заковырочка внизу. А, это знаете, как на старых школьных картах Советского Союза как-то могли говорить: ой, видите дырочку, это Москва. Это то же самое вот здесь вот я слышу. У меня Н такая. Потрясающе. Совершенно верно. Унен. Первая буква У и Е меняется на Э по закону сингармонизма. Унен. Попробуйте сами написать, потом мы несколько вариантов проверим. Унен. Совершенно верно. Еще и над Н такой хвостик красивый. Слушайте, классно. Селестин? Унен. Улыбаемся и машем. Конечно, через «э», как же еще? Это его. Или ее. Унен. Совершенно верно написано. Наш. Безден. Напишите это слово. Н тоже. Селестин? Давай посмотрим, что ты попробовал написать. Ой, слушай, очередное слово, написанное совершенно без единой ошибки, без единого нарекания. Афарин. Аналогично ваш. Хедден. Б на Г поменяли и все. Это не так сложно. Хедден. И, пожалуйста, сами образуйте слово их. Принцип вы уже, наверное, поняли. Хедден. Безден. Хедден. Улар. Улардын. Про сингармонизм вспомнили. Вернее, вы его тоже не забывали, Аладдин Бей. Он ваш родной. Да-да-да, с крючочком. Итак, эти местоимения «мой», «твой», «свой», «наш», «ваш», «их» мы можем использовать когда? Когда надо подчеркнуть, что именно мой народ. Башкирский язык вообще штука немногословная. Вот вы как скажете, допустим, там, для наших писателей. А башкир просто возьмет и скажет: я толсалар базга. Одним словом. У него в одном слове уже все. И число, и лицо, и падеж, и все-все-все. Пожалуй, на этом теоретическая часть урока окончена. Эта тема относительно легкая по сравнению с тем, что вам пришлось пройти в прошлый раз. А теперь, пожалуйста, найдите существительные в списке сводыша и посоставляйте различные формы, пользуясь притяжательными аффиксами и изофетом, естественно. Например, сказать вот тель – язык, телен – твой язык, или телегез – ваш язык. Бала, например. Бала. Ребенок. Как сказать ваш ребенок? Так, сейчас сначала мой ребенок это Балам будет. Балам. Потом твой ребенок Балам. Да? Твой. А ваш? Бала. Сейчас. Дальше его Балагы. ребенок как будет? Его ребенок. Твой ребенок Балан, а ваш ребенок Балам. Балам – это мой. Балам – твой. Это твой. Балагы. Балагы это? Балагы – это его. Это изофет. Балагы – его, ее, их ребенок. Балабыз – наш ребенок. Балагыз – ваш ребенок. И балагы – их ребенок, мы это уже сказали. Вот оно наш. Біз. А, да? Ваш, гыз, гыз. А, это наш, это ваш. Как выбирать гласные и отличать г от г, я вас не учу. Мы это уже все знаем. Уже как-никак прошло достаточное количество уроков и просто времени. Давайте попробуем. Селестин, qu'est-ce que tu as écrit? Quel mot as-tu choisi? It. It. Если мой, то тут сложно. Этим. Этим твой. Ага.
Так. Так. Это его. Его или ее или Или их. ее. Или это без. Это без, то же самое. Это без. Это без. Это гез. Я выбрала Ата. Ата. Так, твой отец Атан, Атан. потом мой Атам, Атам. наш Атабес, Атавыз. Табес и ваш Атарес, Атагы. Атарес и Атагы, Атагы. Их. их отец. Совершенно верно. Это, ну, несложно же. Ну, нет, сейчас разобрались. Пусть будет жена. Хатын. Катыным, получается, будет моя жена. Так. Твоя жена будет катыным. Всё Его, правильно. ее, Их. их, да, катыны. Наш. Катыбыз. Катыны быз. Хатыны быз. Да тут сюда добавляем ыбы. Ну да, к основе. Да. Потом ваш будет катыны гыз. Их жена не бывает. И их жена не бывает, а грамматически. Так, катыны тогда. Kitabım, kitabın, kitabımız, kitabığız. А их kitabı Совершенно верно, Аладдин Бей. Дүп дөрес. Я полагаю, что на этом мы сможем закончить урок. И закончим мы его словами великого скульптора Микеланджело. Не только скульптора, вообще разносторонний был человек. Чтобы получить скульптуру, надо взять кусок мрамора и убрать все лишнее. Чтобы получить грамотный и красивый башкирский язык, надо взять все возможные формы и выкинуть то, чего в башкирском просто не может быть. Я надеюсь, что со знанием грамматики и систем, с которым вы получаете на наших уроках, вы быстро сможете убрать все лишнее из вашей башкирской речи так, чтобы она осталась просто великолепной. Келяхи саршангариклем, хаугулуптарова. Вот эта тема была намного проще, чем прошлое, да? Ну, я сейчас точно знаю, вот что такое закон принадлежит вот это, на башкирском еще закон определенности. Я не понимаю, только изофет, это все окончание и, е, вот это, да, kitapı, Это признак, а не закон. изофет. Да. И заканчивается на везде и, вот только это, да, это, Хо. нет, гласный, только гласный, на гласный заканчивается. Нет, не только. Если заканчивается на... На гласный, на то гласный, две буквы то две сразу. буквы. Если на согласном, то две То- буквы добавляются. Обязательно у нас получится выучить. Он очень старается, чтобы мы поняли. Софья, с твоими стараниями у тебя, конечно, получится выучить башкирский язык. тут вон что. Я тут слежу за тобой, ты обложилась сейчас записью всем. Я вообще все листы уже исписала, которые тут выдали. процесс у меня. Но это говорит о чем? О том, что нам это интересно. Он очень хорошо это сам объясняет, старается это, в общем, не подведем. Всего лишь 4-й урок, мы уже понимаем. Глаголы. Почти башкир. Ну, прям башкир уже скоро будет. Вот так. У всех написано вот так. Да, с крючочком. Сначала мой ребенок это балам. Балам. Потом твой ребенок балам. Я выбрала Ата. Ата. Аладдин Бей, там на «в» это полугласный звук. Минем, говорим же, минем халкы. Скажи, пожалуйста, он говорит. Элеган. Виляга.